Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на неделю с 9 по 15 марта 2020 года для тельцов. Прогноз будем делать на колоде Таро и на колоде Цыганской. Итак, основные события для тельцов. Самые важные моменты, на чем будет концентрироваться наше внимание на этой неделе. Определяющая энергия. Так, король жезлов у нас. Любовь. Работа, финансы, совет. Дополнительно из цыганской колоды достаем 3 карты на любовь, 3 карты на работу и 2 карты на деньги. Итак, самые основные события будут связаны с королем жезлов. Карта говорит о том, что вы на этой неделе выходите за привычные пределы, границы. Это может быть работы касается. В основном эта карта связана с деятельностью. И, скорее всего, будут новые какие-то связи, новые договоры. Либо вы можете в профессии своей вот как-то расширяться, да, может быть, находятся новые у вас возможности для того, чтобы сбывать какой-то ваш товар, или, может быть, для того, чтобы ваши услуги больше были востребованы. Если говорить о тех, кто работает, то здесь есть возможность назначения на должность более высокую, либо получение какого-то важного проекта, который впоследствии может быть определяющим в вашей карьере. Вообще, король жезлов — карта, связанная с продвижением, путешествиями, когда мы учимся, когда мы закрепляем какие-то важные свои навыки, передаем опыт, когда мы выезжаем куда-то за границу собственного города, да, это может быть и ближайшие города, но в основном это далекие расстояния. Вообще карта говорит о том, что вы на этой неделе захотите настаивать на своем, вы захотите добиваться своих целей, может быть, даже не всегда будете считаться с другими людьми. То есть здесь, конечно, нужно быть осторожными. Для отношений выпадает паж жезлов. Карта говорит о том, что вы будете стараться показать себя с лучшей стороны, вот своей половине, да. Эта карта говорит о том, что если у вас еще нет отношений, то вы тоже будете прилагать усилия для того, чтобы искать человека, который вам по судьбе дан, да, то есть вы будете стараться красиво выглядеть, вы будете стараться посещать какие-то мероприятия, может быть, даже учебного характера, да, что-то связанное с деятельностью, может, будете совершать какие-то поездки короткие, да, для того, чтобы встретить человека, который вам нужен. Карта говорит о том, что у вас очень много возможностей в отношениях на этой неделе для тех, кто в поиске партнера. Выпадает карта как раз определения вашего пути, да, то есть вполне возможно встретиться человек, с которым вы можете пойти дальше, то есть ваша жизнь может кардинальным образом поменяться, совершенно новое направление принять. Для тех, кто в паре, карта говорит о том, что отношения стабильные, просто в них больше эмоций, в них больше любви, больше страсти, желание помочь друг другу, уделить внимание друг другу. Также карта связана очень часто с тем, чтобы настоять на своем. Да, это как отрицательный момент, может быть, в отношениях для тельцов на этой неделе. Будет желание сделать так, чтобы только по-вашему все было, чтобы доказать свою правоту. Может быть, это даже будет иметь какие-то тяжелые последствия. То есть если такое направление принимают ваше общение, то тогда, конечно, нужно остановиться. Карта говорит о том, что нужно учитывать обязательно мнение вашего партнера, желание вашего партнера. И если и заботиться о нем, то так, чтобы ему это было хорошо, да, то есть прежде всего спрашивать своего партнера, чего он хочет, а потом только проявлять свою заботу и внимание. Не делать так, как
мы думаем, что нашему человеку нужно, да, вот близкому человеку нужно. То есть, может быть, мы хотим причинить добро сегодня, на этой неделе. Для тех, кто в ссоре, выпадает двойка червовая. Карта говорит о том, что есть возможность как помириться, так и разойтись. То есть могут пути совершенно разойтись. То есть все будет зависеть как раз вот от учета интересов вашей половины. То есть если вы как-то эгоистично себя поведете, то можете и потерять своего партнера. Для работы, для деятельности выпадает у нас паж чаш. Карта говорит о том, что будет очень много каких-то моментов приятных, да, когда наше самолюбие удовлетворено, когда мы удовлетворены результатами своих дел, когда нас уважают, когда относятся к нам так, как мы того хотим. Кроме того, эта карта может говорить об отдыхе. Может быть, вы совсем не хотите даже работать на этой неделе, и у вас есть возможность отдохнуть. Может быть, это отпуск, может быть, это за свой счет, может быть, это какая-то поездка, либо просто время, проведенное в семье, с близкими людьми, с детьми и так далее. То есть вот вам, скорее всего, не до работы будет, либо если вы будете заниматься работой, то все будет очень приятно происходить. Вы будете какие-то вот прошлые свои заслуги, за прошлые заслуги будете получать такое удовлетворение, моральное подкрепление, да, то есть какие-то подарки могут быть, поздравления, награды и так далее, и так далее. То есть, может быть, даже будет какая-то добавка к зарплате, да, то есть как премия. Кроме того, карта говорит еще и о том, что в творчестве может очень вести, да, для тех, кто вот творческими профессиями занимается. Здесь, конечно, замечательные возможности открываются. Либо какое-то новое направление, либо какое-то новое предложение, либо вы в себе откроете какие-то новые таланты, но в любом случае здесь вот такой хороший позитивный момент. Для тех, кто в поиске работы, выпадает шестерка червовая в дополнение. Карта говорит о том, что, скорее всего, ваши цели здесь вот могут быть достигнуты, да, то есть, знаете, вот бывают у нас цели какие-то мелкие, или бывают цели, которые вот исполняем мы, да, они очень сильно не влияют на нашу жизнь. Вот с вами не так. Вот то, что происходит на этой неделе, это коренным образом меняет вашу жизнь. Это, скорее всего, то, что вы хотели. То есть та работа, которую вы хотели найти, вы можете вполне получить. Если вы уже давно к ней шли, если вы давно вкладываетесь вот в это направление, если же вы только начинаете искать работу, то здесь вот наоборот карта говорит о том, что, скорее всего, пройдет какое-то время, прежде чем вы ее найдете, и очень даже немалое. Но нужно обязательно постоянно искать, да, то есть нужно искать только то, что вам подходит, то, что вас выражает как личность. Для тех, кто работает, выпадает четверка червовая, карта говорит о том, что будет желание как раз вот почувствовать себя комфортно. Очень хорошо эта карта связывается с картой деятельности по Таро, да, здесь как раз вот отдых, здесь как раз желание побыть дома с семьей. Если даже и заниматься работой, то любимым каким-то делом, хорошими проектами, которые вас радуют, и, может быть, это работа на дому. Но в любом случае у вас здесь такое комфортное очень состояние. Либо вы отдыхаете, либо работаете с удовольствием. Кстати, могут быть по этой карте и даже какие-то денежки приходить, которые, может быть, не очень большие, но вовремя. Для тех, кто свое дело имеет, кто занят своим делом, здесь выпадает в дополнение валет бубновый. Карта говорит о том, что вы на этой неделе можете как бы собирать урожай, да, то есть заканчивать какие-то проекты можете, видимо, время подошло, либо может быть у вас хорошая прибыль будет, или, может быть, будут клиенты, которые вот, если у вас там есть, допустим, люди, которые постоянно к вам обращаются, они могут приводить с собой других людей, то есть рекомендовать вас. А также карта говорит о том, что нужно быть осторожными в общении, нужно быть осторожными с критикой, да, то есть если вы, допустим, критикуете тех людей, которые к вам настроены
как бы очень лояльно, положительным образом, да, вот, либо вы, может быть, не критикуете, но, может быть, говорите какие-то трудные, тяжелые вещи, которые человеку трудно переварить, да, вот здесь могут быть проблемы. То есть, если вы должны сказать клиенту, либо сотруднику, либо партнеру какие-то слова, может быть, которые могут его как-то задеть, затронуть, да, за чувства. Вот здесь нужно быть очень осторожным. Нужно прям как можно мягче это делать, говорить и так далее. И если, допустим, у вас договоры какие-то могут заключаться на этой неделе, тоже нужно быть очень точными, четкими, да, и все проверять хорошо, потому что здесь вот как бы денежный момент затрагивается в этой карте. То есть именно договора, которые связаны с прибылью, и либо еще что-то связанное с деньгами, да, вот требует вашего особого внимания. Могут быть ошибки, если поспешите. Для финансов. Для тех, кто для финансов общая карта у нас 4 мечей. Опять же, карта говорит о том, что у вас, в принципе, как бы есть пока какой-то стабильный доход, но у вас такое чувство, что либо недостаточно средств и нужно еще какое-то направление открывать для того, чтобы были дополнительные деньги. Либо здесь, может быть, вы тратите деньги на отпуск, на отдых. Может быть, просто какое-то время не работаете, да, и деньги вот расходятся. Но в любом случае, вот карта говорит о том, что вы сейчас, может быть, достигли максимума в своих финансах, и карта говорит о том, что нужно подумать о том, что бы еще вы могли сделать для того, чтобы увеличить свои финансы. Это может быть повышение профессионального уровня, да, дополнительные какие-то знания, обучение. Это может быть открытие нового какого-то проекта или нового направления, может быть, использование какого-то своего таланта, способности, да, для того, чтобы денег больше зарабатывать. И для тех, кто работает, вот есть возможность получения денег от каких-то своих проектов, да, от деятельности. Может быть, это вот зарплата, допустим. Также карта говорит о том, что если, допустим, у вас нет на этой неделе зарплаты, то если вот вам необходимо, можно как бы попросить деньги заранее, да, либо часть какую-то, и есть возможность вот их получить. Для тех, у кого свое дело, карта говорит о том, что в деньгах нужно выходить на новые горизонты, да, новые открывать возможности. Скорее всего, не хватает элементарно либо навыка управления, либо каких-то профессиональных навыков для того, чтобы расти в финансах. То есть, если вы хотите увеличить свой финансовый поток, то нужно еще что-то добавочно вам знать для того, чтобы это реализовывать. Вот, может быть, какие-то у вас есть уже возможности, они точно у вас есть, для того, чтобы либо укрепиться в данном направлении, быть более конкурентоспособным, да, то есть, может быть, учиться нужно, дополнительную информацию получать, может быть, в каких-то профессиональных навыках укрепляться. И также вот карта говорит о том, что могут быть очень удачные какие-то мастер-классы, какие-то, может быть, даже короткие обучающие курсы. Также может быть полезна поездка там, за границу, либо за пределы своего города, для того, чтобы вот у вас была определенность, как вы можете еще увеличить свой доход, что вы можете дополнительно сделать. И как совет выпадает карта умеренность. Эта карта говорит о том, что вам действительно нужно действовать на этой неделе, нужно обязательно иметь цель определенную. То есть если цели нет, то может пройти совершенно зря неделя, да, то есть она может просто по накатанной идти, и ничего нового вы не достигнете. Кроме того, эта карта связана с ангелом-хранителем, и это значит, что все дела, которые вы начнете, которые для вас очень важны, они будут под покровительством Вселенной, да, то есть здесь действительно есть поддержка такая для вас. Ну, конечно же, нужно думать о том, что это за дела. Если они никому вреда не приносят, то тогда поддержка будет. А кроме того, эта карта, кстати, вот выхода на новый уровень своей личности, на новый уровень своей жизни, финансов. Это карта также поездок.
Да, может быть, кто-то на этой неделе действительно отправляется. Это может быть отправляется в путешествие, в поездку, в командировку. Это может быть связано с работой, это может быть связано с отдыхом. Но при этом все равно мы какую-то цель преследуем. То есть если мы даже отдыхаем, мы все равно как-то присматриваемся, допустим, к тому, вот как улучшить свою жизнь, может быть, куда переехать, или, может быть, как можно поменять там направление в деятельности, или как улучшить отношения. То есть у нас все время есть какая-то цель. Друзья, желаю прекрасной недели, желаю, чтобы только самое лучшее для вас бывало. Всего вам доброго, до новых встреч.